Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Семен Тарбахов, как обычно, со мной. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел режиссер Никандр Федоров. Никандр, приветствую, приятно познакомиться. И сразу говорю, спасибо, что ты согласился принять участие в нашей передаче. И так как у нас все-таки, скажем так, кулинарное ток-шоу, мы его называем, чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? Вам тоже спасибо. Мне как-то непривычно, никогда не был. Да? Да. Первый опыт. Всегда делаешь что-то первый раз, обычно ну так да. говорят, да. Я режиссер, я продюсер, сценарист и вот дебютирую осенью новым фильмом «Капсыгы схватка». Да, но новый фильм выходит, мы об этом дословно, очень подробно, я считаю, поговорим. Нет, я спрашиваю, вот с чем ты пришел, что будем готовить? Да. Курицу и гречку. Да. Гречку. Вроде как бы не затейливо, просто, да, почему выбор пал именно на это? Ну, это быстро и полезно, и, очень простенько, как бы. Просто и вкусно. Ну да, просто Ну, и просто вкусно. вкусно. Да. Да. Когда ты сказал полезно, ты следишь, получается, за питанием и все прочее, ну, я смотрю, ты в спортивной форме хорошо выглядишь. Как? Я не так особо, чтобы Или просто повезло генетика и все? Или пока молодой просто? Ну, повезло с генетикой Ага. и веду здоровый образ жизни, как бы. Да? Да. Ну все, ну здорово. Так, ну что нужно начать? Так, ну давайте мы сначала сделаем так. Поставим гречку, готовится, параллельно приготовим нашу курицу с овощами немножко. И все это, в принципе, это должно быть быстро, потихонечку. Никандр, у тебя вообще опыт готовки как? Ты с готовкой на ты, на вы? Я умею готовить, а так бы не профессионал, конечно. Ну, мы все не профессионалы, кроме Семена, конечно же. По-быстрому, чтобы домой пришел сразу. Что-то приготовить можешь. Ну, а да. любимое блюдо какое? Любимое блюдо у меня макарон с курицей или гречка или. Ну, то есть ты решил именно вот любимое блюдо приготовить? Да. Ну здорово. Хорошо. Ну что, фильм вообще о жизни первого чемпиона Советского Союза из якутян Вячеславе Карповиче, да, Вячеслав Павлович Карпович, наш прославленный борец. Почему выбор пал именно на этого героя? Я честно говорю, я сам не знаю, и я. Так. Да. Ну, Случайности не случайны, да? не как бы. Почему-то я с детства хочу снимать человека, который пал и сам себя победил и. Трудная судьба. Да, трудная судьба, и он победил себя и вышел в свет, стал хорошим человеком. Суть фильма, что. Ну, то есть преодоление некое. Да, преодоление себя. Он живет во тьме. Сначала он чемпион, а потом. То есть к этому же тоже надо прийти. Это же не так, он не пришел же с улицы, такая парадна, хочешь побороться. И он же не стал чемпионом Советского Союза. Да. Да, то есть человек тренировался, поднялся до каких-то высот и, увы и ах, как говорится, не выдержал. У него очень трудная судьба. У него в один год умер лучший друг. Это Николай Захаров, Сахатча. Сахатча, да, лучший друг. Потом через 6 месяцев умерла мать. И потом он начал немножко пить. И не на ту дорожку, скажем, по кривой. Да. Получается. И вот когда он начал пить, его Дмитрий Петрович Коркин, тренер, его выгнал. Ну да, это уже третий несовместимо, конечно. Да. И он был очень строгим, и он а потом вообще попал в местах неотдаленных, да? Ну да, места не столь отдаленные, как мы называем. И фильм о преодолении себя, Ну то есть именно заинтересовала история этого героя, получается. Да, потому что, казалось бы, у нас на слуху имена, скажем так, после него, конечно, есть круче, да, Павел Пенигин, Роман Дмитриев, первые наши олимпийские чемпионы. Казалось бы, про них, да, можно было бы
фильм сделать, но ты выбор пал именно на Ну, это. очень интересные персонажи, конечно, очень вдохновляющая история, но больше меня цепляют вот такие истории. Вот это сделало тебе. Ага. Я бы хотел как зритель увидеть такую историю, а не как бы... А не просто, когда все время Ну, гладко, как бы. ну да, жизнь непростая же. Это ну, получается как спортивная драма, да? Нет, просто драма. Просто драма. Это да. драма. Ну, там с элементами спорта все равно показывается же, наверное, как человек. Ну да, есть немножко есть, а так жанр сама драма. Все равно драма есть. Да. Хорошо, а кто делал сценарий? Сценарий я писал и мой друг Усахамук. Ага, а откуда-то брали, ну, то есть это все равно, Но, же, если про человека, это же получается практически документальный фильм, но который наложен на художественный, да, получается? Ну, то есть какие-то факты из жизни, из истории, которые реально были, вы же нельзя перевирать там, ну, конечно, есть аллегория, чуть преувеличение, все прочее, да, такие формы Вот художественного фильма. Ага. мы адаптировали из книги. Вот Вячеслав Карпов написал свою книгу. Я читал эту книгу. Да, «Очерго острый каекнаты» называется. И я почитал эту книгу. Я расскажу немножко об этой случае, да? Я вот в 2019 году работал в своем районе, и там была компания Бишик Ежи, да? Вот. Книгопечатная компания, Ну, книжное да. издательство книжное. Там деревня, там продают вот, на столе. И я вот мельком увидел эти книгу. Интересная книга, вот. Да, я почитаю. Я купил эту книгу, пошел домой и прочитал, короче. Об этом я хочу снять, как бы, да. А потом я не уверен был сначала, а потом зашел к дедушке домой. Там уже никого не живет, а так там все книги, да. Я увидел «Капсыгы» называется книга. Егора Немохова. Тоже про борьбу, да-да-да. Да, Егора Немохова я прочитал. И там у Егора Немохова очень похож герой Догоров. И я сначала же вот «Очерго» читал, а потом я вот, что-то похоже. Я спрашиваю его отца: отец, вот эти одни и тот же персонаж, да? Да-да-да. Ну да, говорит. Ты что, говорит? Ну, Да-да-да. А потом я вот, когда я утвердил, что буду снимать о Карпове, к сожалению, он умер. Как. Ну, удалось с ним встретиться? Нет, при жизни? Нет. Ага. Я поговорил с его женой, ребенком. Сыном, да? Да, сыном. И внуками. И они одобрили. И ну, именно согласились, да. Ну да, потому что многие же говорят, что ну, иногда бывают разные ситуации, да, ну то есть родственники так не могут принять, сказать, ну это вранье, это... Ну да. Я вот специально вот хотел, ну как бы смягчить саму историю, да. Ну как бы книга очень жесткая, как бы. Он там все правду написал, и я вот у сына спросил, ну как бы немножко вот углы немножко вот притупить, да? Да. Не слишком жестко, чтобы... Ну да. Нет, он сказал сразу: хочешь как снимай. Твое видение, типа, ну, да? На твое право. Тоже мой отец правду написал, это правда. Тем более с его уст. Да. Никто про него не писал специально. То есть это же не биография, а именно автобиография, получается. Человек набрался смелости, ну, как бы так, скорее всего же, когда ты попадаешь в такие, ну, скажем так, не очень нелицеприятные ситуации, обычно же хочется это скрыть как-то так, да, ну, чтобы об этом народ побольше не узнал и все прочее, а человек наоборот, он сказал, нет, вот, чтобы следующее поколение, чтобы не повторило его путь. Ну, скорее всего, это только с этой целью. Да, это он книги конкретно написал, чтобы даже одному, если человек прочитает, даже один человек, если исправится, это мой задача выполнена. Хотя бы один. Да. И эта фраза меня очень зацепила, и в этом фильме моя кредо это так. Даже если один человек исправится, это моя задача на путь выполнена. истины вернется. Да, тоже вот наша задача выполнена.
Ну да, ну жизнь вообще тяжелая штука, да. Ну Каждый да. может оступиться, каждый может совершить поступки, которых он будет сожалеть, и о которых скорее бы хочется побыстрее забыть, да, скажем так, да. Да. Ну вот. А силы признаться себе в этом и вернуться, вот, как говорится, да, действительно очень крутая Да, история. это, ну, это, я думаю, что Так, чемпионский теперь- характер. Да, Это- ну чемпионский характер, да, действительно, как говорится, сила воли плюс характер. да. Да. Слушай, а когда начались съемки и каким образом? Ну, то есть сначала, скорее всего, идея уже есть, сценарий есть, вы вместе написали. Мгм. Что, кастинг? Кастинг, ну, сначала нас поддержал команда Арсена Томского. А, Синет Парк. Да. Да. Ну, то есть у них есть фонд такой. Да, фонд. Кино. Своего рода наш фонд кино. Ну, да. Да, который А. отбирает, да? Да, и мы были... Я был уверен, что получу грант и сниму этот фильм. Да. Ну, Нет. с такой, уже был практически уверен, что именно с таким сценарием, такой идеей победить удастся, да? Да. Мгм. Даже если не получил бы грант, я бы все равно снял бы. Как-нибудь нашел бы деньги и все бы бюджет, да? Да. Ага. Я не знаю, вот я такой человек, что вот идея пришла, и я хочу снять до конца, довести. Как говорится, раздавлюсь, но сделаю. Да? Ну да. Ага. Я вот тоже в октябре тоже вот сейчас сценарий написал. Фильм называется «Я возмездие». Следующий фильм Да. уже? Мгм. Я в октябре вот до октября ищу как бы спонсоров, заинтересованных людей. Но если не найду, я все равно сниму как бы. Мгм. Ну, то есть в октябре уже начнутся съемки очередного Да. фильма. Подожди, а вот этот фильм «Хапсыгы», Мгм. да, ну, это третий твой фильм. Да. Он же не похож на предыдущие твои фильмы, да? Да. Да. Ну, ладно, у тебя идея пришла, а тяжело было бы, ну, тяжело было вообще вот такое взяться, ну, непривычно не было? Да, конечно, тяжело было. Мгм. Мне все вот говорили, что давай верни деньги, ты не справишься. Даже после того, как ты уже грант выиграл? Да, Ага. ты не справишься такими сложностями. А потом вот коллеги, друзья вот так говорили, что ты не справишься. Пока не поздно, дай назад. Но типа, да? Ага. у меня такое, что если все против меня, это уже знак, что я На правильном пути, да? как бы выиграю, Ну, как бы, да? ты тоже спортсмен, получается, своего рода. Да. Тебе вызов, ты такой стойку стал, говорит, нифига, я вот такой, Ну, все, да. все равно сделаю, да? Ну да. А, ничего себе. Так, ну давайте вот приступим. Да. А тем временем, Тем временем. тем временем, Мы поставим мы не гречку, мы не да? забываем про это. Всё-таки как бы Поставим гречку, мы ее Разговор разговорами, но кушать хочется всегда. Да. Все верно. Слава богу, нам Ну, Семен в этом получается, помогает. Так, Вот же промыли нашу Моя гречку. команда, я сам люблю очень кушать, да? как Ага. бы. И моя ну, по команда тебе не говорит, скажешь, хорошо, ладно. говорит, Ладно, воду передай, пожалуйста. Го- Воду. моя команда говорит, что у Никандра вот в команде всегда очень вкусно, как бы. М. Я специально покупаю очень много продуктов и поваров очень много, как бы выбираю, чтобы как Ну, бы чтобы... мотивирую. Да, как бы. вопрос еды, вопрос вот этого не был таким лишним вопросом, который бы отягчал бы, да? Да, да. Ну, конечно, человек, который хорошо есть, тот хорошо работает. Ну, Такой да, подход. Да. Раньше Я же вообще в старину давали людям покушать, смотрели, как он есть, чтобы посмотреть, какой он работник. Ну да. Ага. Я специально подхожу к повару. Сегодня очень ответственный день. Пожалуйста, вот как бы что-то вкусное. Что-нибудь такое, эдакое, да? Ну да. Ага. Если очень сложный, если переработка бывает, или, Ну да. или очень сложный момент, или ночью снимаем. Мгм. Специально так как Мгм. бы делаю. Ну здорово. Ну то есть ты свое перенес и на работу, да? Ну то есть ты же любишь покушать, когда человек сытый, довольный, он и Ну, работает. ну И работает да, хорошо. ну. Здорово. Ну хорошо, давай вернемся к работе над фильмом, да? Как проходил кастинг? Кастинг проходил на главную роль. Я сначала думал, что
крепкого спортсмена я буду. Ну да, да. Ну, Это- как минимум должен, Да. ну как толстяка же не возьмешь, Ну это да. же будет неправдой, Ну. правильно? Должен быть такой сбитый человек. Но Так. Как минимум похожий на борца. да. Да, но так. а, Спортсмены были, актеры были, и простые люди были. И почти на этапе вот, кастинга, да, я выбрал борца. Он был чемпионом республики по вольной борьбе. Ну, Потом, то есть человек, который серьезно занимался. да, 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 так. ну, сейчас занимается. И Ага. на стадии вот как бы репетиций, как бы съемок, пробных съемок, сценарий сам очень сложный. Это, Ну да. это драма. Ну, передавать надо что-то, Да. да. Играть надо. И вот на стадии только пробных съемок он не справился. Как бы. Он не справился. А если была бы эта выдуманная история, очень красочная, что ли, я бы выбрал его. Мгм. Типа хэппи-эндом, чтобы были. И это было, я бы выбрал его. Да, ну то есть заканчивается победой, как в Рокки, да, например? Ну да. Ага, ну да, так. Потом один день он не пришел, короче. Один день не пришел, и нужен был как бы помощник, как бы. И я, когда он не пришел, я попробовал играть по сценарию. Сам. Да. Ага, ну то есть как бы заменять, да? Да, заменять. Да, 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 да. Ну то есть реплики читать за Да. героя, так. Ну, почти то же самое было. Там команда сидят, второй режиссер, оператор, и там был сценарист. Я попробовал играть, и они стали, короче, и сразу, давай уже закрываем кастинг, ты уже, вот говорили, что ты сам сыграешь, короче. Сам. Да. Так. И я вот сначала вообще как бы злился, потому что я никогда не играл, ни опыта не было. Ага. И отмахивался, короче. Не, что ты? Ну да. Не пойдет тебе, Да, да. Ага, так. А потом, ну, как бы, потом я сам понял, я в глубине души знал, что я справлюсь с этой ролью. Да? И прошло несколько дней, недель, и вот я согласился как бы. Я согласился с самим собой. Ну, внутреннее Да, согласие да. наступило. Ага. И начал готовиться конкретно много тренироваться. Тренироваться и учить роль. И Тренироваться в смысле формы приводить? Да, себя? да. Ну да, да, да. сначала хапсагаемно занимался, а потом вольной борьбой. Мгм. Как Ну, бы. чтобы в сценах, Ну, в сценах не подкачать. Ну да, вот, Ну да, да. как бы житься роль, как бы. Ага. Ну, конечно, вот я не стал профессиональным борцом, и даже вот Ну, я ты- 5 лет буду тренироваться, я не буду борцом. Ну да, тяжело, надо с детства начинать. Да. Это же как бы, если спорт высоких достижений, это, Да. конечно, это немножко другое. Почему вот не снимают кино о вольной борьбе, да? Ага. Потому что вольная борьба это самый сложный спорт. Во-первых, да? Ну, И- единоборство это Да. всегда, да, да. И во-вторых, это связано с первым пунктом. Вольная борьба это. Самые сложные. Да. Это вот. В-третьих, тоже вот как бы. Только вот это, да? Да. Ну, про бокс очень много фильмов. Ну, это про Про бокс, по ну, карате, там, Ну, да. отмахиваться как. Вроде все умеют, да. Нет, А все- борьба, все. а борьба тяжелая, красиво Да, снять тяжело. да. Ага. Вот так все умеют. Ну, почти все. Да. Ну, что, на улицу вышел, помахался. Ну да. Да. И А где ты тренировался? Ну, вот ты же говоришь, что форму себе приводил, хапсагай, вольная борьба. То есть специально, получается, какие-то, ты вот занимался в каком-то зале, тренеры какие-то специально занимались, да? да, вот триумфы занимались, спортивный клуб Тюрген, Кто был тренер? Прокопий.
он чемпион России и сам профессиональный хапсагист, чемпион республики, чемпион России. И он очень хорошо как бы, Подготовил. под- Ну, то есть подготовил. готовил, потом сказал, сын мой, ты готов, да? Нет, потом я перешел Или нет, конкретно. меня больше нечему тебя научить, как в фильмах про кунг-фу, обычно же так бывает. Ну, типа того, Иди, да. иди, типа, ты готов. Ну, мне нужен был индивидуальный тренер. Ну, конечно, да, Да, да. и не то чтобы группа, да. Ну, да. Я вот подключил своего как бы актера, как бы. Он же должен был сыграть Карпова, да? Я подружился с ним, и я сказал, что мне нужен тренер, индивидуальный тренер. Найди, Побыть да? моим тренером. Как бы. Ага. Он наоборот. сразу согласился, а потом... Ну, спарринг партнер, скажем так. Да. Ага, так. И он меня учил, как бы, как правильно проходить ноги. Ну, да, да, различные приемы. Ну да, как бы на камере... Падать правильно надо. Ну, Падать да, правильно, падать правильно, красиво, чтобы да. на камере не было вот, как бы... Ну или Ну, случайно и как травму это не не получить. показалось, что это же кто-то борется, Ну, типа, да. да. Потому что борцы увидят, сразу скажут, да ну он неправильно так делает, да. Ну, Ну, да. либо неправильно, либо могут же сказать, вот, ну, неправдоподобно, ну кто так бросает, что постановочное все. Ну. Чтобы реально как бы казалось все, да? Ну, А вообще, ты сам по жизни спортивный, как, ну, занимался до этого спортом? Каким-нибудь? ну, я с детства... Либо борьбой, там, не знаю. Не, борьбой не занимался. Ага. Вот. Вообще, спорту я вот с детства очень увлекался, но не занимался. Как это? Потому Смотрел футбол, да, по телеку? Нет, я в детстве очень много болел. Да? Ага. Очень много болел. Я со стороны хотел заниматься, но, Да, но как бы- не было такого, как бы. Всегда мое детство проходило в больнице. У В тебя? медцентре, в районном больнице. Да? И как бы и с одноклассниками тоже вот очень был огромный брешь, как бы. И я хотел заниматься, но это не смог, короче. Не мог. А потом, когда я вот полечился и начал самостоятельно заниматься бегом, легкой атлетикой и как бы в тренажерный зал ходил. Ну, то есть форму ну, себе как- привести, ну да, ну куда и годится, да? Ну да. Ага. Слушай, ну вот раз уж коснулись детства, расскажи, пожалуйста, немножко о детстве, откуда ты родом, где вырос, и почему, собственно, стал режиссером. Как это так получилось? А, Обычно же в детстве все хотят там шоферами или космонавтами стать. ну да. Но Я сам из Усалданского района, село Бединга. Бединга. Да. Мгм. И я там рос, и я там закончил школу. И сейчас тоже вот езжу отдохнуть, хочу работать, да. Ну, детство у меня прошло очень хорошо, очень, как бы, даже слишком хорошо. Так бывает? Да, даже слишком хорошо. С момента, когда моя мама умерла, как бы. Моя мама умерла, и с этого момента я стал бы как бы погружен в себя и стал смотреть аниме, кино, как бы, да. И с этого момента мне тут хотелось что-то создавать. Ну, то есть творческая какая-то такая начала просыпаться, да? Ну да. А родители, как это, тоже из творческой семьи или как? Нет, не творческий, а как бы, можно сказать, как это называется? Делегация учителей? Учителей, ну интеллигенция все равно. Да, Так. все учителя вот, всегда ругали, что Никандр не сумеет, ничего не умеет. Ну, конечно, нет. А так моя бабушка верила в меня. Ага. Говорила, что все, Никандр себя покажет. Чего-то добьется. Да. Не ругай, короче, он все умеет, Он классный, пока, но как пока не раскрылся, да? Ну. Вот так. И, Алмаз неограненный, короче. Да. Так.
я сначала думал, что буду театральным режиссером. М. Сначала я стал музыкантом. Подожди, а как ты стал? Ну, то есть ты ж начал заканчивать школу, скорее всего. Не, выбор- в школе я начал играть на гитаре, Так, и стал музыкантом. да. Сочинял уже, пел. Ну, пел. Короче, Ух ты, пел. ничего себе. Цоя, наверное. Да. Не Соя. Да ладно? Ну, якутские песни. А, да? Ага. Да. Павла Семенова. Нет. Кар назывался. Ага. Сангахар назывался. Сангахар. Санхар, Санхар, да. А когда я вышел на сцену, когда в 9 классе, это было в 9 классе, все как бы прифигели, как бы. Как он может или Ну да, вот, Ага. оказывается, ты играешь на А гитаре. ты не стеснялся, не было такого, что ты там, ну, Тихий все равно же... мальчик ходил Да, и резко так, да? Тихий мальчик ходил, а потом резко с гитарой. Ну, тогда же это все равно же, для девушек особенно, это же так, Ну, как да. практически фетиш же, ну, как человек с гитарой, это уже все равно так, вау. Правильно? Ну, конечно, вот было стеснение, но выходить со сцены гитары, это очень было Очень круто, да, круто. да. Ну, как рок-звезда практически, Ну, да? да. Так. А ага. я вот, потом я участвовал в устном конкурсе пения, я стал дипломантом 3-й степени. Так. Это было для меня очень как бы волнительно и как бы. Ага. И ты понял, нифига, я красавчик не пошел, Но- да? Ага. Потом я понял, что музыка как бы преграда для меня, для моего творчества. Как бы. Преграда. Конечно, не буду говорить, что это как сказать. Ну, не полностью твое. Да, Ну, то есть, как да. бы, ты решил все-таки создавать что-то, да? Да, что-то создавать, что-то мое сказать, да, как бы. И пошел я в Якутский колледж культуры и искусств. Да. Там сначала думал, что буду кинорежиссером, Так. а оказывается, это театральная режиссура, как бы, массовых представлений. Мгм. Ну, я довольствуюсь этим. Ну, Отучился? да. Поступил? Легко поступил? Нет, очень сложно. Ага. У меня вот мой мастер Сарглана Ивановна, она тоже меня как бабушка вот верила. Вот Сарглана Ивановна меня верила. Вот, спасибо, Сарглана Ивановна. Да. Ну, как больше здесь может привет передать. Главное, она молодец. Никандр еще покажет тебя. Так. Но она взяла меня в последнем из списке, да. М. Я, Как говорится, ты на последнюю подножку уходящего поезда. ну, Последний да, вагон. Да. Да, так. А потом я с каждым годом, каждым месяцем развивался и как бы, Показывал. по спортивную всех выиграл, как бы. Ага. Ну, то есть прилежанием, ну, то есть своим отношением, скорее всего, да? Ну да. Да. Ага. И со 2-го курса я понял, что не буду театральным режиссером. Так. А, И сказал, я пошел. Нет. А, так. Как бы понял, что кино это мое. Ну, то Кинорежиссура. есть именно кино хотел. Ага. Ну, я, конечно, очень с удовольствием и благодарностью все учебу закончил. Мгм. И со 2-го курса, со 2-го курса я начал снимать короткометражные фильмы. Уже свои. Да. До выпуска. На камеру телефона. Нет, Нет? на цифровой телефон. А, Нет, на На цифровую цифровую камеру. камеру. Ага. У нас был отделение фото-видео творчества, и я подружился с операторами, монтажерами. Скажем так, с будущими коллегами по цеху. Да, да. И вот этими как бы друзьями я снимал кино. Мгм. И к выпуску у нас был 7 короткометражек. 7 уже. Да. Ну, то есть дипломная работа, скорее Да. всего, даже. Даже вот Курсовая работа каждый раз Да. что-нибудь такое деланное. Ага. Даже в 4-м курсе, на 3-м курсе выиграл республиканский кинофестиваль короткометражек. Вот. М. А, Я был на каком-то, кстати. да? На каком-то ходил, ага, специально, у меня просто тоже друг участвовал, я ходил туда. В А, короткометражном фильме. Так. потом в 4-м курсе выиграл международный фестиваль мусульманского кино. Мусульманского? Но О, ничего себе. А как ты туда попал? через как бы один продюсер посмотрел мой фильм, а потом он отправил туда. Так.
Казань. Там Казань, и я выиграл. Лучший режиссер, лучший сценаристом стал. Что дали? Кубок, немножко денег, и, ну, как бы... И международное признание. Не, ну все равно, как победитель. Ну, да. Сюда, Ну, это, как бы, если сейчас было этого, как бы, это было бы вау. Ага. А там никто не знал, никто, вот, в семье никто не писал, короче. Ну, как, прошло как Ну, деревне, стал, короче. стал и стал, да. Ну, да. Действительно, так, Если да. бы я был именитым, как бы, это было вау. Как бы. Ага. А потом я закончил учебу и пошел в армию. В армии. Да. Так. Я сначала хотел поступить в ГИК. Дальше. Да. Я, На вышку уже, да? да, это в Москве. Да, я знаю. Ага, и я прошел первый тур. Это творчество, да. И проводил экзамен по литературе. О, да. Но я себе все равно, я в себе был уверен, что буду снимать кино. Мгм. Я не стал огорчаться. И когда я пришел осенью к себе домой, был призыв в армию. Мне вот конкретно вот надоело, что всегда вот дергает, и я пошел в армию, короче. Долго не думаю. Ну, долг Родины отдать. Все. Ну да, можно так сказать. А между тем у нас все готовится, здорово. Ну, Хорошо да, разговариваем. очень вкусно. Очень вкусно, просто вкусно. Дальше в армии я вот держал блокнот здесь и здесь, да. Я один блокнот на тумбочке лежал, и один блокнот здесь, да. Аккуратно микрофон. Здесь. Ага. И старшина вот, когда я после работы пришел, ну, это был обед, короче. Старшина нашел мой блокнот, который я писал сценарий, вот, в первом фильме «Минг Танкеля». Ага. И второй черновик был здесь. Он порвал вот это, короче. Первый блокнот порвал, там не положено, что на тумбочке ничего. А, Свои распорядки. да, Так. порвал, и, ну, я не огорчался, здесь и где-то есть. По уставу не положено, да? Ну да. Я пришел из армии и все отредактировал на ноутбуке. Мгм. Потом, Ну, цифровую, оцифровал. да. Так. Потом в 2019 я начал снимать фильм «Минг Танкеля». Мгм. Первый фильм. Да. Самое сложное для режиссера для того, чтобы начать что? Бюджет, что? Это, Наверняка же нужны деньги. ну, конечно, деньги нужны. Но очень самое нужны. главное что? Это самое главное начать и не останавливаться. Я бы рекомендовал так. Как говорится, шаг сделал и дальше хоть гори все Да, огнем. да. Так. Вообще, первый месяц вообще не получался. У нас не получался. Так. Со второго месяца у нас немножко получалось. Мы 2 года снимали вот этот фильм. О, долго. Да. Ну, с перерывами, конечно. Мгм. Потом со второго месяца начал как бы получаться и кадры. Стесняюсь спросить, конечно, но спрошу, а на что ты жил? Кто-то спонсировал проект или кто-то? Ну, я сам работал раньше, вот на НВК работал. А, И сначала не было вот поддержки, мы сами из своего кармана всегда вот снимали. Ну и сейчас так мы снимаем. ну, то есть свои деньги вложили реально на свой страх и риск, Да, получается, ну, да? Ну, то есть это, получается, это даже не голый энтузиазм, где слово голый это как бы вообще такое самое основное, да, получается? Да, да. Жестко? На 160, ну, примерно 200 тысяч получилось. Вообще весь бюджет фильма? Не, конечно, нет, это просто съемки. Просто съемки? Да, а так- потом еще... Постпродакшн вышло почти 1,5. Мгм. Ну, там анимация есть, звук есть. Ну, там самое сложное. Это третий.
там подготовительный период, и второе это съемки, самые очень как бы позитивные, очень как бы съемки это всегда легко. Ну, веселее, да, Да. конечно. Да, да, А да. постпродакшн это самое сложное, самое вот. Да, да, собирать, Да, да, да. показывать, Самое- монтировать, звук, цвет, музыка. Я представляю. Я тоже как бы немножко имею отношение к этому, поэтому, скажем так, немножко кухню, скажем так, рублю, да. Слушай, ну давай, возвращаясь к этому фильму, да, вот который вот третий, да, Хапсыгы. Мгм. Допустим, сняли. Где все это проходило? Кастинг закончился, актеры найдены, работа есть, группа есть, которые, да, где снимали? Как долго? У Салдани снимали, село Тумул. Мгм. Ну, локация так совпала, что в село Тумуле есть... Мы 70-е снимаем. Да. Там очень компактная деревня. Сначала хотели снимать Чурапче. Мгм. Там Чурапче очень развитая инфраструктура, как бы. Там все, ну, заборы все стали, да, как бы. Мгм. Ну, то есть тех времен не надо строить декорации специальным образом, получается, да? Мгм. Так. Мы начали снимать с мая 24 до почти до конца июня. Потом Это прошлый год. прошлый год, Прошлый да. год, да. Это прошлый Давайте год. его разрежем сначала. Ага. Вот так. А вот так? Можно тонкий нож брать, ага. И, по-моему, вот вилочку. Это прошлый год. Мгм. Потом второй блок был с августа до окончания сентября. Мгм. Тоже там же снимали? Да, там же. Мгм. Ну, у Салдан получился, что как бы это Чурапча. Ну, да. Что было самым тяжелым в создании этого фильма? Ой, один, да. Самым сложным было... Ну, какие самые сложные ситуации вы попадали, может быть, да? И во время съемок, может быть? Всегда очень сложно, конечно, но мне самое сложное было заканчивать съемку. Заканчивать съемку. Мгм. Как бы съемки это всегда очень творчество, это очень весело, ну, конечно, очень Команда сложно. все вместе работает, Да. все так уже такая Но компания. это как такое семья. Общество, да, как Да, семья уже. как семья. Все сблизились, а потом говорит, ну все, ребята, закончили, идите по домам. Ну да, это Типа, когда и- заканчиваю съемки, вот и мне становится очень тоскливо и как бы грустно. М. Это было очень сложно. Мгм. Ну, сейчас сложно, конечно. И когда-то вот другие люди, ну вот, не понимают, да, как бы после съемок самое сложное для меня. М. Вот так. Интересно, как говорится, да? Так, ну вот ты режиссер, сейчас уже актер. Ага. Есть желание еще где-нибудь посниматься? Если вдруг такая ситуация будет, другой, ну, скажем так, известный или неизвестный режиссер позовет, скажет, Никандр, 100 раз бы подумал, 1000 раз бы подумал. подумал бы. Да подумал бы, да. То есть тебе проще находиться за камерой, а не перед. Ну да, и это очень сложно. Ну, если очень хорошо планируешь сыграть, Мгм. ты полностью питаешь вот этого человека и переносишь себя вот, как бы в мозгу, Ну в да, душе. система Всё- Станиславского, да? Да, как бы. Ага. И я очень долго вот от этого как бы переходил к самому себе как бы. Я сам почти вот стал таким человеком. Как бы. Вячеславом Карповым. Да. Ой, и следующую роль 1000 раз бы подумал бы. Подумал бы, да? Да. Ну, надо же. Да. А каким, на твой взгляд, должен быть такой режиссер, ну, такой, чтобы вообще мощным, таким матерым, идеальным режиссером стать? Идеальным режиссером стать? Ага. Какими качествами нужно обладать? Ну, как Умение не гру- пытаться копировать других людей, а стать самим собой как бы. Ну, свой путь найти, да? Да, свой путь, свой вкус,
а, свою как бы ауру, свою любимую тему как бы. Это снимать. А как бы увидишь вот других людей, он вот это снимает, он давай. А как бы свое, это как не бы, нужно. свое видение как бы. Ты же любишь смотреть фильмы? Если бы как бы я люблю вот это, я люблю вот это, давай я вот как бы свое как бы. Ты же любишь курицу, да, как бы, ну, к примеру, да? Ну да. Он любит горох-то, я как бы, ну типа того, короче. Ну, понятно. Нужно быть самим собой, я думаю. Ну здорово, свой путь найти. Да. Ну что ж, Да. пока мы суть до дела разговаривали, Семен нам по твоему рецепту и по твоему этому уже нам О, практически выглядит уже очень все вкусно. готово. Прекрасно. Такой хороший человек. Спасибо. У Семена есть вилка. Вот чистую возьми, Никандр. Ага. Нет, не Ну что, давайте пробовать. Это вот здесь. Вот. Это мой. Ага. Так, не поделитесь, все хорошо. Так, ну что ж, Морс есть давайте. еще? Приятного аппетита, как говорится. Да, приятного аппетита. Попробуем, что получилось. И так ли должно быть, Никандр, скажи. Да, моя команда одобрила. Сказала бы. Вы можете его позвать в Да. следующий раз. Тем более, что ты говоришь это. Следующий фильм уже в октябре будет Да. съемки. И я приглашаю вас к премьере. Ага. Спасибо. Да? Да. На Хавшазы. Да. Ой, Это господи. будет осенью, 28 сентября. 28 сентября, ну, скорее Да. всего, я в городе буду. Да. Клево. В кинотеатре Лена, надеюсь. Да. Круто. Тем более. Или пресс-показу хотите. И пресс-показ тоже позовите. А, Ну что, реально очень вкусно. Как говорится, мы часто тут любим тут повторять просто вкусно, да? Никандр, спасибо, что был гостем сегодня нашей передачи. И у нас такая традиция есть добрая. Вот, на камеру это, пожалуйста, для наших телезрителей пожелание. ну, поддержите якутское кино, не пиратствуйте. И Тоже важно. Да, тоже важно. И сходите в кинотеатр, попробуйте почувствовать этот как бы дух якутского кино. И будьте здоровы. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях режиссер Никандр Федоров, который снял фильм «Хапсыгы» про нашего прославленного борца Вячеслава Карпова. Никандр Федоров, Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы. Реально, кушайте просто вкусно. А мы продолжаем. А мы продолжаем. Мы доедаем. Доедаем.